Hadi India, Маргоячи, Сегодня продолжение летних учений, посвященных традициям Марпы и Мока. Это 8-й день этих учений. И я хочу поприветствовать всех, кто находится в монастырях, всех монахов и монахинь, а также всех друзей Падхарме, всех тибетцев и всех остальных, кто слушает эти учения. Я хочу вас всех поприветствовать. Сегодня вчера, позавчера, на прошлых встречах мы обсуждали паринирвану Махакашьяпы. Сегодня же мы затронем историю того, как Ананда вошел в паринирвану. Что касается паринирваны Ананды, то здесь есть три главных пункта, на которых мы должны остановиться. Первый — это история о том, как Ананда передал свои монашеские одеяния и чашу Шанавасину. И третий — это история о том, как Ананда исправлял молодого монаха строчки о белом журавле. И третье — это, собственно, то, как Ананда вошел в паринирвану. Итак, первая история, она касается того, как Ананда передал монашеские одеяния и чашу монаху Шанавасину. Как мы уже говорили, есть такое понятие, как старейшины учения Будды. Это те, кто, начиная со времен Будды, на протяжении длительного времени поддерживали учение Будды и затем передавали его далее. И первый, кому было передано учение, это Махакашьяпа. Затем Махакашьяпа передал учение, верил его Ананде. Ананда затем передал его Шанавасину. Кто такой Шанавасин? И также мы об этом коротко остановились на этом вопросе. Шанавасин — это сын купцов. Он был родом из купеческого сословия. Поскольку Шанавасин был сыном купца, когда он достиг возраста, он предпринял путешествие, морское путешествие. Отправился в морское путешествие, чтобы получить сокровища для торговли и получения сокровищ, драгоценных камней. И согласно истории, однажды, когда Шанавасин возвратился после морского плавания, он оставил все вырученные сокровища, самоцветы своей сокровищнице и пришел в бамбуковую рощу. Бамбуковая роща Велувана — это роща, которая находится недалеко от Раджагрихи. И сказано, что это было первое место, которое было специально создано для проживания монашеской общины. Это место было предложено царем Бимбисарой. Итак, бамбуковая роща или Велувана — это место, которое находилось поблизости в окрестностях
города Раджагриха. И Шанавасин пришел в бамбуковую рощу. И когда Шанавасин пришел туда, он увидел, что перед храмом Кутивихаром, Кутивихар — это обозначение храма. Перед храмом находился Ананда, что перед храмом находился Ананда, и он собирался. И, и здесь в оригинале есть термин, который можно переводить, можно перевести как «собираться», «готовиться перед прогулкой». Получается таким образом, этот термин на тибетском «чакшак», я полагаю, что этот термин означает «собираться перед прогулкой». И затем, впоследствии, этот термин «чакшак» стал использоваться как термин для медитации во время хождения, во время прогулок. Я полагаю, что между этими терминами есть взаимосвязь. Как бы то ни было, когда Шанавасин пришел в Велувану, он увидел, что перед храмом находился Ананда, и он собирался перед прогулкой. И Шанавасин поклонился у его ног и сказал: «Почтенный, о, почтенный Ананда, я вернулся из морского путешествия. Я раздобыл много сокровищ. Я пересек Великий океан и сейчас благополучно вернулся. Поэтому я хочу провести пятилетний фестиваль подношения монашеской общине. Этот фестиваль на санскрите называется Панчаваршика. Панчаваршика — это традиция, которая бытовала в те времена. Это традиция подношения санхи, монашеской общине, которая проводится ежегодно в течение 5 лет. И Шанавасин по возвращении из морского путешествия, поскольку его путешествие увенчалось успехом, и он раздобыл много сокровищ, и благодаря доброте 3 драгоценностей Шанавасин, ввиду того, что он благополучно вернулся, он перед Анандой попросил разрешения, чтобы на протяжении следующих 5 лет он мог делать подношения для Санхи. И тогда он спросил, Шанавасин спросил, где сейчас находится Бхагаван Будда. И, и тогда Ананда ответил, что Бхагаван ушел в паринирвану. И как только Шанавасин услышал эти слова, услышал эту весть о том, что Будды уже нет в этом мире, что он ушел в паринирвану, он потерял сознание, упал на землю. Когда он пришел в чувство, когда его окропили водой, он пришел в себя, он спросил, где тогда находится Шарипутра? Где Шарипутра, где Маудгаляйна, а также Кашьяпа? И ему ответили, что все они тоже ушли в паринирвану. Шарипутры, Маудгаляйна, Махакашьяпы, никого уже нет. Все они ушли из жизни. До того, как Шанакасин предпринял морское путешествие, все они были живы. И Шарипутра, Маудгаляйна, Кашьяпа, а также сам Будда, все они еще были здесь, в этом мире. И узнав, что их уже здесь нет с нами, он был крайне опечален. И затем, будучи движим чувством великой веры, он провел 5-летнее подношение монашеской общине. То есть он служил монашеской общине и материально поддерживал мужчину. То есть он, говоря современным языком, он проводил фестиваль дхармы для монахов.
И когда фестиваль завершился, старейшина обратился к нему и сказал: «О благородный сын, о сын, ты послужил учению Бхагавана материально, ты поддерживал его материально. Теперь ты должен служить Дхарме». И Шанавасин спросил: «Что я должен делать ради этого?» И тогда старейшина Ананда сказал ему: «Ты должен посвятить себя учению Бхагавана». И он тогда сказал: я так и поступлю. «Что я должен сделать, чтобы посвятить себя учению Бхагавана?» — спросил Шанавасин. И тогда Ананда сказал, что он должен принять монашеское посвящение. И тогда, в соответствии с его словами, Шанавасин принял посвящение монашеское и дал. И в соответствии с просьбой Ананды, старейшины Ананды, Шанавасин таким образом получил полное посвящение через церемонию с 4 частями. И Шанавасин во время этой церемонии дал клятву: «С сегодняшнего дня и до конца жизни я буду носить одежду, свитую из травы шана». Шана — это, скорее всего, термин для травы, определенного сорта травы. И Шанавасин дал такую клятву, что он всю жизнь будет носить одежду, свитую из веревки, созданную из травы шана. И поскольку Шанавасин был очень сообразительным, очень проницательным, поскольку его разум был очень острым, проницательным, стоило ему услышать что-либо, он сразу же мог это усвоить все эти учения. И Шанавасин — это тот, кто развил в себе способность незабывания, дхарани незабывания. И он запомнил все учения, которые Ананда слышал и запоминал от Будды. И таким образом он достиг мастерства в 3 знаниях и хорошо освоил 3 корзины, 3 питаку. Таким образом, Ананда верил затем учение Шанавасину. И затем из жизнеописания Ананда я хотел бы остановиться на второй истории о том, как Ананда неверно прочитал из четверостишия слова «белый журавль», о том, как Ананда неверно прочитал по памяти одно четверостишее. Это история в целом о том, что одним из предпосылок ухода Ананды в паринирвану стал случай, где Ананде сказали, что он неверно прочитал одно четверостишее о белом журавле. Эта история приводится Виная Кшудракавасту. Это толкование тонкостей Винаи, тонкостей монашеской дисциплины. Есть его тибетский перевод, выполненный Ешеде. Есть этот текст также в других традициях буддизма. И согласно этой истории, однажды, когда почтенный Ананда находился в Алуванье, бамбуковой рощине, с общиной монахов, один из монахов произнес следующие строки. Этот монах произнес эти строки по памяти, а эти строки, этим строчкам научил его собственный учитель.
Таким образом, в те времена ученики по памяти воспроизводили то, чему учили их собственные наставники, их учителя. Этот ученик произносил следующие строки. Вместо того, чтобы жить 100 лет, никогда не видя белого журавля, прожить один день, увидеть белого журавля гораздо лучше. Как бы то ни было, в этом четырестишии речь идет о белой птице, о белом журавле, и сказано, что вместо того, чтобы прожить 100 лет и никогда не увидеть белую птицу, белого журавля, вместо этого лучше, лучше этого прожить один день и увидеть белого журавля. Это гораздо лучше. Это гораздо лучше, чем жизнь 100 лет. Как вы видите, это четырестишее не имеет особого смысла. Здесь сказано, лучше прожить один день, увидеть белого журавля, чем прожить 100 лет и никогда его не увидеть. Говоря коротко, здесь речь идет о том, что лучше увидеть белую птицу, некую неведомую белую птицу, о важности встречи с этой птицей. Как бы то ни было, в этой истории один монах декламировал этот стих, и Ананда оказалось, что Ананда был рядом с ним. И тогда Ананда осознал, что от Будды он никогда не слышал таких четырестиший. И когда Ананда услышал этот стих, он подошел к этому монаху и сказал, «О, монах, Бхагаван никогда не учил таким четырестишим. Он учил другому стиху. Вместо того, чтобы жить 100 лет, не освободившись от рождения и умирания, прожить один день и освободиться от рождения и умирания гораздо лучше». И Ананда, услышав, как этот монах неверно декламирует этот стих, он поправил его и сказал, что Будда никогда не учил тем стихам, которые он декламировал. Будда учил одному стиху, который звучит вместо того, чтобы жить 100 лет, не освободившись от рождения и умирания, вместо того, чтобы жить так 100 лет, вечность, лучше прожить один день и скинуть гнет рождения и умирания. Скорее всего, эта ошибка связана с тем, что в тех древнеиндийских наречиях, где это четырестишее произносилось, словосочетание «белая птица», «белый журавль», а также словосочетание «рождение», «умирание» были очень похожи на слух, и можно было ошибиться. И Ананда таким образом его поправил. Вместо того, чтобы жить 100 лет, не освободившись от рождения и умирания, лучше прожить один день и освободиться от рождения и умирания. И, и помимо этого, Ананда также сказал этому монаху, существует два типа людей, которые критикуют учение Будды. Это те, в ком горит гнев, и те, в ком нет веры. И вторые — это те, кто имеет веру, но ошибается. Таковы два типа людей, которые критикуют учение. Те, кто полны неприятия и в ком нет веры. И второй тип людей — это те, у кого есть вера, но те, кто ложным образом воспринимают его учение. Таким образом, мы должны быть осторожны в восприятии учения Будды. Мы не должны его растолковывать неверным образом, иначе мы станем как слон, который погряз в болоте. И потому, если мы будем неправильно понимать учение Будды, даже несмотря на то, что у нас есть вера, если у нас недостаточно мудрости, чтобы понять суть со всеми этими словами, если эта суть ускользает от нас, если мы ее понимаем неверным образом, то мы сами себя будем удерживать в этой сансарной топи, в этом сансарном болоте. Таким образом,
Если мы что-либо понимаем неправильно, то мы погубим себя, как слон, который попал в зыбучие пески. Если ты неправильно поймешь суть этих сутр, о монах, так обратился Ананда к нему, не будет никакого плода. Понимать суть этих сутр неправильно — это все равно, что съесть яд. Поэтому мудрые, поэтому разумные вначале, вначале они слушают внимательно сутры или другие поучения. Вначале они очень внимательно слушают эти наставления, и затем должным образом их запоминают, понимают и практикуют, и благодаря этому устраняют омрачение, сомнения, ложное понимание, и благодаря этому достигают освобождения. Так, с такой речью обратился Ананда к этому монаху. И этот монах пришел к своему учителю, к своему наставнику и сказал, что Ананда его поправил. И тогда его учитель, настоятель сказал, не стоит полагаться на Ананду. Ананда уже Ананда уже состарился. Он стал сгорбленным старцем, и, и он не имеет способности удерживать вещи в памяти. Он говорит вздор. Поэтому то, что он говорит о сутрах, это ошибочно. Поэтому не стоит на него полагаться. Не стоит на него полагаться. Не верь ему. Читай так, как я тебя научил. Как бы то ни было, учитель этого монаха ответил ему так. Получается, его учитель перед своим учеником не сказал ему, что он научил его неправильно. Он не смог признать свою ошибку, не смог сказать, что я научил тебя неправильно. Наверное, учителю, скорее всего, этот учитель устыдился и не смог набраться мужества признаться в этом, в том, что он неправильно услышал, неправильно запомнил и неправильно затем передал своему ученику. Поэтому, когда ученик пришел к нему и сказал, что Ананда поправил его, что он читал, декламировал этот стих неверно, этот учитель ничего другого не смог придумать, как сказать, что Ананда уже престарел, что его память подводит, и лучше читать так, как он научил. И тогда Ананда затем, через какое-то время, хотел посмотреть, как читает этот монах этот стих, как он декламирует. И Ананда несколько раз проверял, как этот монах читает этот стих, и оказалось, что этот монах все равно читает по-прежнему. И тогда Ананда сказал ему: «Сын, разве я не говорил тебе, что Бхагаван Будда не изрекал таких четверостишей, не говорил таких речей?» И тогда монах сообщил ему те слова, которые сказал его учитель, его наставник. Все, что сказал его учитель, он в точь передал Ананде. И тогда и Ананда тогда в этот момент подумал, если, если, если же поправлять этих монахов, юных монахов, они все равно не слушаются. Что еще остается? Великие учителя существа Шарипутра, Маудгаляина, Махакашьяпа уже ушли. Все эти благородные существа уже ушли, их нет. В это время Шарипутры и другие старшие ученики Будды уже тоже ушли в паринирвану. Но пусть благодаря силе сострадания Татагаты, истинная Дхарма, истинное его учение будет оставаться еще 1000 лет. Об этом подумал Ананда.
Если же я буду дальше жить в этом, собственно, нет пользы. Так подумал Ананда. И тогда Ананда изрек четырехстишие. Старейшины все уже ушли, молодые не согласны с ними. Я останусь один в одиночестве, словно птица, вылупившаяся из яйца. Э, То есть здесь Ананда говорит, что все старшие ученики Будды уже ушли, а все новые монахи, они строптивые и непослушны. И Ананда себя сравнил с птенцом, который только-только вылупился из яйца и предоставлен перед всем миром, предоставлен самому себе. То есть здесь Ананда чувствовал, выражал свое одиночество через эту метафору. И как бы то ни было, так, так Ананда подумал о том, что уже пришло время для него уйти в паринирвану. И затем Ананда обратился к Шанавасину. Он сказал ему: «О, сын, подобно тому, как Будда верил учению Махакашьяпе и затем ушел, подобно тому, как Махакашьяпа затем верил его учению мне, теперь же я передаю его учение тебе и иду в паринирвану. Ты должен охранять это учение». Так он обратился к Шанавасину. И также здесь мы можем вспомнить одно из пророчеств Будды. Будда оставил пророчество, что в будущем в городе Матура, где находится гора Мурунда, будет жить купец из Матуры. И этого купца будут двое сыновей, Ната и Пата. В китайских источниках, в текстуальных источниках упоминается, что у него будет только один сын. И сказано, как бы то ни было, сказано, что сын или сыновья этого купца построят храм и станут хранителями этого храма. Также есть предание о том, что в будущем в городе Матура, будет купец ладанного масла по имени Гупта. У него будет сын по имени Упагупта. И как предсказал Бхагаван, необходимо передать ему монашеский постриг. И Будда Бхагаван предсказывал, что через 100 лет после его паринирваны появится пробужденный без признаков. И пусть этот пробужденный, то есть здесь речь идет о сыне купца по имени Упагупта, пусть он примет монашеский постриг, и он выполнит все действия моего учения, будет его хранителем. И в соответствии с этим предсказанием Ананда верил затем учению Будды сыну купца по имени Шанавасин. И в этой истории приводится одна из предпосылок, почему Ананда решил уйти в паринирвану. Описываются события, которые предшествовали уходу в паринирвану Ананды. Затем, собственно, третий пункт, к которому я хотел бы прикоснуться, это, собственно, история ухода в нирвану Ананды. Что касается этой истории, то она приводится Винaya Кшудракавасту в толковании тонкостей монашеской дисциплины. Сказано, что Ананда, Ананда подумал касательно паринирвана, он подумал, если я уйду в паринирвану здесь, то царь Аджата Шатру и земля царства Вриджи окажутся в конфликте.
И Вайшали не получит никаких реликвий, которые останутся после моего ухода. Почему так? Если я уйду в паринирвану в Гридакути, тогда это царство, царство Магада, оно не передаст мои остатки, мои реликвии Вайшали, жителям Вайшали. И если я уйду в паринирвану Вайшали, то они тоже не передадут мои реликвии, мои святыни, которые останутся после моей смерти, после моего ухода в нирвану, жителям Магадхи. И получится, что два царства будут втянуты в междоусобицу из-за того, кто будет обладать этими реликвиями, мощами, которые останутся после моей кремации, после моей паринирваны. И почтенный Ананда подумал об этом и решил, что он уйдет в паринирвану между этими двумя царствами, в середине реки Ганг. И он подумал, и подумав так, Ананда отправился туда. И согласно этой истории, Аджата Шатру увидел все это во сне. Во сне ему привиделся рукоять большого зонта. И во сне он увидел, как рукоять зонта ломается, надламывается. И как только он увидел во сне, как ломается, надламывается рукоять большого зонта, он просыпается в страхе и спрашивает у окружения, чему бы это. И ему сообщают, что «О, государь, почтенный Ананда передал сообщение, что он уйдет в паринирвану». И, услышав это, Аджата Шатру упал в обморок, потерял сознание. Когда же его окропили водой, он пришел в чувство и спросил, где почтенный Ананда уйдет в паринирвану. И тогда Шанавасин, которому было верено учение, Шанавасин ответил: «Великий царь, Ананда ушел в сторону Вайшали. Как бы то ни было, Шанавасин дал знать Аджата Шатру, что Ананда ушел в сторону Вайшали. И в тот же момент Аджата Шатру в сопровождении своей армии отправился в ту сторону. И в то же время божества, которые обитали в Вайшали, божества, хранители Вайшали, обратились к жителям Вайшали. Вайш... Жители Вайшали — это племена Личави. И в это время Аджата Шатру с его армией уже подошел близко к границе Вайшали. И боги, которые жили в Вайшали, обратились к Личави и сказали, что почтенный Ананда, светоч мира, который преисполнен сострадания ко всем существам, решил уйти в паринирвану, и он придет в Вайшали. И тогда жители Вайшали, сыновья Личави, также собрали армию и пришли к границе Вайшали. Они пришли к берегам реки Ганг. Почтенный Ананда в это время уже находился в лодке в середине реки Ганг. И с одной стороны к Ананде взмолился Аджата Шатру,
и просил: «О Бхагаван, о почтенный, чьи глаза подобны распустившимся синим утпалам, о мудрец, который осуществил все, что нужно осуществить, и ныне направляющийся в город покоя. Если вы собираетесь уйти в паринирвану, пожалуйста, оставьте свои останки здесь ради нас, свои святыни ради нас». С другой же стороны, жители Вайшали поклонились Ананде и тоже попросили об этом. И Ананда подумал: если я оставлю свое тело в Магаде, тогда сыновья Личави будут опечалены. Если же я оставлю свое тело в Вайшали, то царь Магадхи Аджаташатру будет опечален. Между ними будет междоусобица, они будут воевать над тем, чтобы обладать моими святынями. Поэтому я лучше разделю свои останки, так подумал Ананда. Половину отдам царю, половину общине личавов. И, и те, и другие таким образом будут почитать мои святыни. И сказано, что так, подумая так, почтенный Ананда ушел в паринирвану, и великая земная твердь в это время содрогнулась 6 раз. И в это же время другой святой подвижник с 500 учеников чудесным образом пришел к месту, где находился почтенный Ананда, и обратился к нему с мольбой. И в этой истории святой подвижник Риши, поскольку у него были сверхъестественные способности, он чудесным образом перенесся на середину реки Ганг и попросил Ананду даровать им учение о Винае и даровать посвящение монахи. И тогда Ананда сказал: «Пусть твои ученики также придут ко мне вместе». И этот другой святой подвижник Риши, как только так сказал Ананда, его 500 учеников также оказались вместе с ним посредине реки Ганга. И почтенный Ананда силой своих способностей, сверхъестественных способностей, создал остров, небольшой остров посередине реки, к которому не было со всех сторон подходов, путей. И этот Риши, святой подвижник, и его 500 учеников спустились на этот остров и приняли посвящение монашества от Ананды. И когда эта церемония осуществлялась, церемония передачи монашеских обетов, когда они произносили прошение об этом, 500 его учеников достигли состояния невозвращения, невозвращения более в сансару. Когда церемония была произнесена в третий раз, они все искоренили все свои омрачения и достигли уровня архатства. И поскольку все они находились в середине реки Ганга, и время было в середине дня, некоторых назвали срединоречными, потому что они находились в середине реки Ганга, а некоторых полуденными, потому что все происходило во время полудня. И когда церемония передачи обетов монашества завершилась, все они поклонились ногам почтенного Ананды и сказали: «Бхагаван Будда привел к пробуждению Субадру». То есть здесь они обратились к одному из учеников Будды, который звали Субадру, который первым ушел в паринирвану. Ученики, 500 учеников, этот святой Риши, сказали Ананде: «Бхагаван Будда привел к пробуждению Субадру, и среди всех учеников Будды первым ушел в паринирвану Субадру. О, настоятель Ананда, пожалуйста, скажите так, чтобы мы тоже смогли уйти в паринирвану раньше вас, так как мы не осмеливаемся видеть нашего наставника, то есть Ананду, уходящего в паринирвану». То есть они, этот святой Риши, его 500 учеников, которые приняли обеты монашества от Ананды, сказали о том, что они
скорее прервут свою жизнь, чем увидеть своего учителя Ананду, уходящего в нирвану. И тогда Ананда сказал им: «О, сын мой, Бхагаван верил учению Махакашапе перед тем, как уйти в паринирвану. Махакашапа верил это учение мне. Теперь же я ухожу в нирвану. Вы должны остаться и хранить это учение». И Бхагаван учил тому, что в Кашмире, в Северной Индии, в Кашмире, все средства для все средства к существованию очень легко добыть. Условия для жизни очень легки. Это хорошее место для созерцательных практик. И как мы видим здесь, Ананда привел им слова Бхагавана Будды о том, что в Кашмире будут подходящие условия для созерцательной практики. Ананда сказал им, чтобы они направились в Кашмир, чтобы они там практиковали и поддерживали учение Будды. И также Ананда вспомнил предречение Будды о том, что через 100 лет после моего ухода будет монах по имени Мадьянтин, который распространит мое учение в Кашмире. И, вспомнив это предречение Будды, Ананда обратился к этому к святому Риши, к святому подвижнику, и сказал им, чтобы они далее направились в Кашмир. Итак, в этой истории этот святой Риши вместе с учениками обращается к Ананде и, видя, что его кончина близка, говорят ему, что они сами скорее покончат свою жизнь, уйдут из жизни, нежели увидят Ананду, уходящего в нирвану. И Ананда сказал им, чтобы они не думали об этом, а направились в Кашмир и поддерживали его учение там. И, как я полагаю, эта история связана также с возникновением школы Мула Сарвастивада, поскольку эта школа имеет большую связь с Кашмиром. Сейчас у нас будет перерыв на полчаса. 나왔어. 다 되네. 아니, 나 그런 거 여기 Итак, Ананда 유명해서 농대 사회제리아 안에 после провозглашения предречений, которые были оставлены Буддой. Затем Ананда затем проявил множество сверхобычных способностей и ушел в паринирвану, подобно тому, как пламя тушится водой. И жители Вайшали после его паринирваны получили половину его реликвий, а Аджаташатру — другую половину. И жители Вайшали, сыновья Личави, построили ступу для почтенного Ананды Вайшали, а царь Аджаташатру построил, построил ступу для него в Паталипутре. Как бы то ни было, согласно этим источникам, в Паталипутре была возведена ступа, реликварий, где хранились мощи почтенного Ананды. Также есть и истории и другие истории о том, как Ананда ушел в нирвану. Все, что мы проходили выше, это все то, как излагается уход нирваны, уход в нирвану Ананды, согласно разнообразным источникам.
Если же Если же мы обратимся к традиции южного буддизма, как Ананда ушел в нирвану согласно источникам южного буддизма, то, например, можно обратиться к комментарию Даммапады. В комментарии Дхаммападе, который называется Дхаммапада Таката, содержится одно повествование о том, как это произошло. И также в палийском каноне в Джатаке об Упасалахе, на тибетском это Джатака о Неве Ким или Джатака об Упасалахе. В этой Джатаке приводится стих: «Эти 14 тысяч домов будут сожжены, и нет места, где не было бы рождения и смерти». То есть в этой Джатаке сказано, что везде, все места Земли — это места, где кто-то когда-либо умирал. Но здесь приводится одно исключение. Не сказано, что среди тех, кто умирает и был предан погребению, нет никого, кто умирает в месте, где никто не умирал ранее. Исключение составляет старейшина Ананда, почтенный Ананда. В его случае это исключение. Он вошел в паринирвану в том месте, где никто ранее никогда не умирал. И согласно этим источникам говорится, что Ананда ушел из жизни в месте, где никто никогда не умирал. Хотя все остальные области Земли являются местами, где раньше кто-либо умирал и был затем предан погребению. И сказано, что касается нирваны Ананды, сказано, что когда Ананде исполнилось 120 лет, он исследовал, сколько еще остается ему жить. И в тибетской традиции также иногда проводят такого рода гадания или исследования того, сколько еще остается прожить тому или иному человеку, тому или иному учителю. И когда Ананде исполнилось 120 лет, он провел такое исследование, увидел, что скоро войдет в нирвану. И тогда он провозгласил, что через 7 дней он уйдет в нирвану. То есть он публично перед всеми объявил об этом. И согласно этим источникам, это произошло рядом с рекой, которая называется Рохини. И люди, которые жили по обе стороны реки Рохини, услышали эту новость. И те, кто были на ближней стороне, на этой стороне, они сказали: «Мы глубоко почитаем старейшину Ананду, поэтому он должен уйти в нирвану здесь, на этой стороне реки». А те, кто были на той стороне реки Рохини, те, кто были на дальней стороне, они также созвали сход, и на этом сходе обсуждали то, что они также глубоко почитают старейшину Ананду, поэтому он должен уйти в нирвану именно здесь, на дальней стороне реки Рохини. Люди с этой и другой стороны
говорили об этом. И это дошло до Ананды. И когда Ананда услышал эти вести, он подумал, что люди с обеих сторон реки почитают меня, и те, и другие в равной степени почитают меня, поэтому я не могу сказать, что с этой стороны или с той стороны кто-то проявил ко мне неуважение, непочитание. Если я уйду на той или иной стороне от этой реки, то люди с противоположной стороны, будут сражаться с людьми, которые получат мои реликвии после моей паринирваны. И точно так же, если я, например, уйду в нирвану на дальней стороне, то тогда люди с ближней стороны перейдут реку и будут сражаться с ними. И в этом случае я стану причиной междоусобицы между этими людьми. Поэтому я должен сделать все, что от меня требуется, чтобы и те, и другие остались в согласии, в гармонии. И тогда он сказал, почтенный Ананда провозгласил, люди с этой стороны реки почитали меня, и люди с дальней стороны тоже в равной степени почитали меня. Нет никого, кто не почитал бы меня. Все эти люди проявили ко мне огромную доброту. И он сказал, те, кто вы и люди с этой стороны реки, собирайтесь на этой стороне. Люди с той стороны, собирайтесь на своей стороне, на своей дальней стороне. И затем, через 7 дней, Ананда, старейшина, прибыл к реке Рохини и явил свои чудесные способности. Старейшина Ананда вознесся над рекой Рохини на высоту 7 сложенных вместе 7 пальмовых деревьев, и, находясь на этой высоте, он скрестил ноги и он стал излагать учение Будды всем, кто собрался по обе стороны от этой реки. И затем он вознес молитву: «Пусть мои останки будут разделены на две части, пусть одна половина упадет на дальнюю сторону реки, а другая на ближнюю сторону». И он, находясь в воздухе на высоте, равной высоте 7 пальм, он вошел в поглощение, состояние всеобъемлющего огня. Его тело вспыхнуло пламенем, то есть он явил свои сверхъестественные способности. Его тело объяло пламя, и после ухода в нирвану его останки, его тело разделились на две части. Одна половина упала на ближнюю сторону реки, а другая на дальнюю. И все, кто были там, увидев то, что Ананда ушел в нирвану, все эти люди начали причитать, скорбеть об уходе Ананды. И крики их причитания были настолько громкими, что, казалось, сама земля разверзлась. Эти вопли, эти причитания были даже более сильными, чем стенания, чем причитания, которые были слышны при уходе самого Будды в нирвану. И эта скорбь по Ананде продолжалась не несколько дней, а в течение 4 месяцев. Люди по обе стороны реки, они проливали слезы, оплакивали уход Нирваны в течение 4 месяцев и говорили, если бы старейшины учения оставались живы,
то это было бы похоже на присутствие самого Будды. Но теперь все старейшины ушли, и мы потеряли наших учителей. Великий Махакашьяпа ушел, Ананда ушел. Это похоже на уход самого Будды. В комментарии к Дхаммападе, то есть это текст южного буддизма, приводится такая история о том, как ушел в нирвану Ананда. Далее также есть история о том, как Ананда ушел в нирвану в записках Сюаньзана, который в VII веке предпринял путешествие в Индию, и он оставил путевые заметки, которые называются «Путешествие на Запад». Это было, э- эти заметки также известны как заметки из Сюэньзаня или великие заметки династии Тан. И когда Сюэньзань был в Индии, он добрался до места, где хранилась ступа ступа реликварий с останками, с мощами Ананды. Я хотел бы прочитать то, что я перевел из записок путевых заметок Сюэнзана, показать этот отрывок вам. Итак, в сочинении путевых заметках Сюэнзана «Путешествие на Запад» сказано следующее. К югу от храма Шветапура находятся две ступы. На расстоянии 30 ли от храма Шветапура находятся две ступы. Возведены две ступы, одна на южной стороне реки Ганг, а одна на северной. И Сюэньцзань приводит молву, которая бытовала в те времена, о том, что эти ступы — это реликварии, которые хранят останки мощи Ананды. И Сюэньцзань далее пишет, что Ананда был двоюродным братом по отцовской линии, двоюродным братом Будды. Он был ученым, обладал способностью незабывания, дхарани незабывания. Он имел обширные познания во всех областях. И после ухода Будды в нирвану он стал преемником Маха Кашьяпы и поддерживал учение Будды, поддерживал общину учеников. И далее сказано, однажды, далее пишет Сюэньцзэн, однажды, когда Ананда прогуливался по лесу Магади, он увидел послушника, который декламировал вслух буддийские сутры с множеством ошибок в стихах, в четырехстишиях. И тогда Ананда подумал, что во времена Будды не было ничего такого, Будда не передавал никаких таких наставлений. И он почувствовал сострадание и подошел к этому послушнику, и мягко подошел к нему и хотел его исправить его. Но послушник не внял его словам, он сказал, юный монах, послушник, лишь рассмеялся и отмахнулся от слов Ананды и сказал, «О, преподобный, вы теперь уже в почтенном возрасте, это вы ошибаетесь, это вы ошибаетесь. Мой наставник, который научил меня этим четверостишиям, он мудр и в расцвете сил. Он научил меня напрямую, так что здесь не может быть никаких ошибок». Ананта на это ответил молчанием. Он отступил и вздохнул. «Да, я, может быть, и стар,
Я, может быть, хотел бы оставаться в этом мире дольше, ради блага всех существ, чтобы поддерживать учение Будды. Однако существа омрачены и не слушают наставлений. Они строптивы, и когда их поправляют, они отмахиваются от этого. И если я буду оставаться дольше, то в этом нет никакой пользы. Поэтому лучше, если я уйду вскоре в нирвану. Об этом подумал Ананда. Затем Ананда покинул Магадху и отправился в Вайшали. И, сев на лодку, он хотел добраться до Вайшали. И когда он оказался посредине реки, царь Магадхи узнал о его отъезде. И так как царь Магадхи был очень привязан к Ананде, он поспешил туда. Поспешил туда, куда направился Ананда. Он собрал свою армию из нескольких тысяч воинов и разбил лагерь на южном берегу реки. И одновременно также царь Вайшали услышал о прибытии Ананды и испытал одновременно и радость, и печаль. И он также собрал армию своих воинов. И царь Вайшали встал лагерем на северном берегу реки. Таким образом, с обеих сторон реки расположились лагерем две больших армии. Их было настолько много, что их знамена заслоняли солнце. Опасаясь, что и царство Вайшали, и царство Магада начнут сражение, и что они будут проливать свою кровь, и чтобы это не произошло, Ананда, видя все это, взмыл из лодки воздух и продемонстрировал свои сверхъестественные силы. И, находясь в воздухе, он ушел в нирвану, и его тело было охвачено пламенем. Его останки тела разделились на две части. Одна упала на южный берег, а другая на северный берег. И царь Магадхи, и царь Вайшали, каждый из них получил свою половину. И все, кто там были, и цари, и их армии, все были погружены в скорбь. И они вскоре вернулись в свои царства. Построили ступы и почитали эти реликварии, где хранились остатки мощи Ананды. Итак, в путевых заметках Сюэнзана сказано, что в его время он обнаружил в 30 ли от храма Шветапура две ступы, которые находились по обе стороны реки Ганги. И как утверждает Сюэнзань, это реликварии, где хранились мощи Ананды. Я хотел бы подытожить все, что было сказано выше. Итак, история ухода в нирвану Ананды описана как в источниках, как в текстуальных источниках южного буддизма и северного буддизма. В северном буддизме это такие источники, как Виная Кудракавасту. Это также жизнеописание царя Ашоки. Это сутры царя Ашоки. Это жизни старейшин, то есть
Теригата, песни старейших монахов. И это также путевые заметки Сюэньцзаня, путешествие на запад. А если обратиться к источникам южного буддизма, то это комментарий к Дхаммападе, историю из которого мы приводили. В тибетской традиции основными источниками являются Виная Шудракавасту, традиции Мула Сарвастивады и также история буддизма в Индии, который составил Таранатха. Если мы сопоставим все эти вышеупомянутые источники, то мы можем выделить их общие схожие аспекты. Во-первых, в источниках северного буддизма и южного буддизма есть определенные моменты. Итак, это то, что в северном буддизме, а именно в частности в тибетском буддизме, сказано, что место Паринирвананданды находится рядом с рекой. И в северном буддизме это река Ганг, а в южном буддизме это река Рохини. Существует ли такая река или нет, это вопрос для исследования. Сейчас ныне существует река с названием Рохини, которая расположена недалеко от современного Горакпура, но неизвестно, является ли это та же самая река или нет. Как мы видим, в северном буддизме, в частности, в сочинениях Сюэньцзяна, это река Ганг, а в южном буддизме это река Рохини. Второй пункт. Как мы видим источники, которые принадлежат традиции северного буддизма, и в частности тибетский буддизм, в этих источниках упоминается царь Аджаташатру, который был царем Магадхи, а также жители Вайшали, племена Личави. Но в южной традиции, в южном буддизме лишь упоминаются жители этой стороны реки и дальней стороны реки. Имена царей Личави, племена Личави, все они не упоминаются. Как бы то ни было, общим аспектом и в северном буддизме, и в южном буддизме является упоминание реки и то, что все эти действия происходят по обе стороны от этой реки. В текстах же северного буддизма, и в частности тибетского буддизма, сказано, что после паринирвана Ананды его священные мощи были разделены, и там были построены ступы реликварии, которые впоследствии были окружены почитанием. Они почитались, в то время как в южной традиции, в южном буддизме это не упоминается. В южном буддизме история об их уходе в нирвану Ананды завершается наставлениями о бренности человеческой жизни. Повествование завершается учением, которое взращивает острое осознавание бренности человеческой жизни и чувство удрученности всем этим. История о возведении ступ не упоминается в южном буддизме. Это, конечно, незначительное различие, но основные моменты остаются одинаковыми. И хотя и в северном, и в южном буддизме существуют небольшие различия, но в целом история о том, как произошла паринирвана Ананды, в целом эти сведения, эти истории совпадают. И как мы видим, хотя и есть небольшие различия, отхождения, но в целом эти истории совпадают друг с другом. Если говорить коротко, когда Ананда
приближался к своей паранирване, он знал о том, что царь Аджаташатру, царь Магадхи, а также жители Вайшали, обе стороны хотели получить его реликвии. И поскольку он об этом знал, он вошел в самадхи, состояние медитативного погружения, которое называется самадхи всепроникающего огня. То есть, как приводится в этих историях, его тело было объято пламенем посреди реки, и его реликвии остались обеим сторонам. Они были разделены на две части и переданы обеим сторонам. Что мы можем извлечь из этих историй об уходе в нирвану Ананды? Что мы можем узнать из этих историй? Обращаясь к этим историям об Ананде, мы можем выделить несколько важных моментов. Первое — это то, что уже при жизни Ананда считался знаковой фигурой, его считали важной фигурой. И когда он уходил в нирвану, многие люди стремились увидеть, застать его живым. Второе — это для того, чтобы сохранить гармонию, для того, чтобы удовлетворить пожелания многих людей. Ананда завещал свое тело разным общинам, разным партиям. Ананда, как мы видим, завещал свое тело разделить на две части, разделить священные мощи на две части. Это немного напоминает историю Будды. Когда Будда ушел в нирвану, священные реликвии, которые остались после его нирваны, эти священные реликвии были разделены на 8 частей и были возведены далее 8 ступ. И как мы видим в истории Ананды, также произошло деление его священных мощей, его реликвий, которые остались после его нирваны. Это свидетельствует о том, что Ананда пользовался всеобщим почтением и уважением, его почитали наравне с Буддой. И третье — это то, что эта история об уходе из жизни Ананды свидетельствует о том, что люди воспринимали Ананду как э, наместника самого Будды, продолжателя, преемника самого Будды. И есть много старейшин, много историй о старейшинах, которые поддерживали учение Будды после его ухода. Например, среди старейшин был Маха Кашьяпа. И как мне кажется, Ананда пользовался еще большим почтением, нежели он, и он нес огромную ответственность за руководство монашеской общины после нирваны Будды. Конечно же, Ананда был таким лицом, который был всеобщим любимцем. Его любили, как уважали, любили, чтили, как сильные мира сего. Также и простые люди, как женщины и мужчины, миряне. Мы можем предположить, что Ананды был очень привлекательный облик, и любой, кто его видел, чувствовал
естественное расположение к Ананде. И когда Ананда давал учение, его учения вызывали острый интерес у тех, кто слушал эти учения. Люди не уставали слушать его поучения, его наставления. И это показывает на то, насколько глубокую связь имел Ананда с обществом, с людьми, которые его окружали в то время. А если мы обратимся к рассказам о паринирване Махакашьяпы, то мы увидим, что между Махакашьяпой и обществом, простым обществом того времени, существовала, как бы сказать, некая дистанция. Когда Кашьяпа ушел в нирвану, не было такого, чтобы люди искали его, пытались сохранить у себя его реликвии. Как мы видим, Маха Кашьяпа ушел в нирвану в уединенном месте. И из описаний паринирваны Махакашьяпы, рассказов Махакашьяпы, как мы видим, он любил уединение и не очень пытался интегрироваться с обществом, которое его окружало. И я думаю, что в этом кроется одна из причин, почему он ушел в нирвану, в уединение. Одна из причин, почему существовала дистанция между ними и простыми людьми. Но с другой, но с другой стороны, как во всех историях сказано, перед паринирваной Махакашьяпа благодаря своим сверхъестественным способностям он оказался в высших измерениях, в раю 33 божеств, предстал перед Индрой, и затем предстал в Тушите перед Майтреей. И то, как он совершал все эти деяния, указывает на то, что его паринирвана имеет особое значение в контексте сохранения дхармы. И как мы видим, паринирвана Махакашьяпа в основном делает акцент на аспект на передаче дхармы, на аспект на религиозных составляющих, связанных с обретением мастерства над с обретением мастерства над сверхъестественными силами и так далее, и не учитывала влияние, какое влияние имел Махакашьяпа на общество своего времени. Говоря коротко, рассказы о последних этапах жизни Махакашьяпы и Ананды показывают следующее. Эти истории мы приводили о том, как ушел в нирвану Махакашьяпа и как ушел в нирвану Ананда. Их истории показывают следующее. То, что эти описания относятся к более позднему времени становления буддизма. Это эпоха буддизма Никай, становление Никай. Но, тем не менее, они все еще отражают реальное положение буддийской санхи после паринирваны Будды. Второе. Эти истории проливают свет на то, как становилась буддийская монашеская община, каким было внутреннее положение монашеской общины, какую связь имел Махакашьяпа с общиной, а также
с обществом своего времени, с простыми людьми. Все эти выводы мы можем вывести из этих историй. Сегодня я хотел заострить ваше внимание на этих моментах. Сегодняшние учения, они главным образом посвящены истории об Ананде, о том, как он ушел в нирвану, о том, как его почитали, что даже после его ухода в нирвану это чуть ли не вызвало междоусобицу между Магадхой и Вайшали. Это все, как мы видим, сохранилось в этих текстуальных источниках, поскольку Ананда был всеобщим любимцем, и поскольку все любили его, почитали его, что даже уход Ананды был ознаменован такими особыми событиями, которые чуть ли не привели к войне, вражде между царствами, двумя царствами. А как мы видим, Махакашьяпа любил одиночество, уединение. Он пребывал в созерцании, он подвязался в аскетических практиках, и, скорее всего, он по своему складу ума был человеком, которому были близки аскетические практики в уединении, и он избегал скопления людей и так далее. Поэтому также, когда он уходил в нирвану, это произошло в месте, где не было людей, и это не вызвало с- скопления многих людей, и он ушел в уединение. Это то, о чем я хотел поделиться с вами сегодня.